Нади Савенко занимается музыкой с 5 лет. После окончания Адыгейского музыкального училища она продолжила свое обучение в Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова. Однажды, приехав в Абхазию, Нади Савенко полюбила ее всей душой. Именно тогда девушка начала изучать более углубленно быт и культуру нашего народа. Идея создать абхазские рапсодии возникла у юной Нади 3 года назад. Форма рапсодии – это жанр музыкальный, и она тяготеет ближе к сонате, то есть к строгому стилю. Здесь задействованы как народные абхазские мелодии, то есть, например, рица, куташита, будет слышны эти мелодии, убарантица знаменитая, так и мои авторские личные, то есть вдохновившись здесь, то есть бытом народа, да, я написала эти мелодии. Домра, на которой играет Нади, русский народный инструмент, которому уже более 700 лет. Несмотря на то, что в Абхазии существует его аналог ачамгур, найти ноты для создания абхазских рапсодий оказалось достаточно сложно. Настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Кют помогал Нади все эти 3 года. Было очень сложно, потому что фольклорные произведения и многие другие абхазские произведения трудно найти нотный обиход, поэтому Нади сама записывала, и она слушала абхазскую музыку и записывала на ноты, и сама создала эти абхазские рапсодии и те произведения, которые сегодня мы слышали. На сцене музыкального училища прозвучали не только абхазские рапсодии. Нади Савенко под аккомпанемент музыканта Андрея Зенина исполнила мелодии известного адыгского композитора Мурата Кабардокова. Выступление Нади Савенко для зрителей оказалось приятной неожиданностью. Ее слушали с большим интересом, вдохновенно. Очень понравилась сама идея этого концерта. И я в восторге от профессионализма этих музыкантов, еще такие молодые. И идея прекрасная, вот этого взаимопроникновения культур. Мне очень понравилась сама идея исполнения на русском народном инструменте. Этот инструмент впервые произвел очень хорошее впечатление на тему абхазской музыки и адыгейской. Нам очень понравилось ее выступление. Хотелось бы слушать ее еще раз. После выступления артистов в зале еще долго не стихали аплодисменты. Публика тепло благодарила юного музыканта за возможность услышать уникальные абхазские рапсодии в необычном исполнении. Сария Смыр, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.